Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. С вами радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем самые важные темы сегодняшнего дня. Обсуждаем их вместе с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Звонки, стоимость звонков согласно тарифам ваших мобильных операторов или городских. И, собственно говоря, переходим к следующей теме. Тема правозащитная. Мы часто поднимаем правозащитные темы в нашем эфире, и сейчас тема дела Виджия Кашка. Помним все, это одна из лидеров возвращения крымско-татарского народа в Крым. Она умерла, когда ее задержали во время митинга. Очень взрослая, да, не боюсь сказать, даже старая женщина. И вот, собственно говоря, правозащитница. И вот что с этим делом сейчас, будем разбираться в нашем эфире. Начинаем. Тема дня. Итак, что происходит с фигурантами дела Виджия Кашка? Как адвокаты расценивают обвинения против Бекира Дигирминджи, Кизима Яметова, Асана Чепуха и Руслана Трубача? Как проходит расследование Николая Полозова о гибели ветерана крымско-татарского национального движения Виджия Кашка? Вот это все будем с вами обсуждать с экспертами. Тема сложная, но очень важная для нас. Начинаем. 100 слов по теме. Роковой день. 23 ноября 2017 года в Симферополе задержали группу крымских татар. Российские силовики обвинили Бекира Дигирминджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача в вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Турции. В свою очередь, один из лидеров крымско-татарского национального движения Нариман Джелял заявил, все было с точностью до наоборот. Это гражданин Турции Юсуф Айтан украл $7000 у семьи ветерана крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Активисты только пытались помочь соотечественнице вернуть эту сумму. При задержании 83-летней Виджия Кашка стало плохо. Избежать трагедии не удалось. Женщина умерла в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Последние годы жизни Виджия Кашка продолжала бороться за права крымско-татарского народа, несмотря на проблемы со здоровьем и возраст. В частности, поддерживала крымских политзаключенных. Судебные разбирательства по так называемому делу Виджия Кашка продолжаются до сих пор. 11 мая этого года фигурантам продлили арест. Они останутся в СИЗО до 15 июля. Такую меру пресечения избрал подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя. Следствие аргументировало решение о пребывании в СИЗО тем, что подсудимые могут скрыться, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства. Адвокаты и родственники арестантов заявляют, дело сфабриковано. Просьбу защиты изменить меру пресечения на более мягкую суд проигнорировал. Ранее сообщалось, что у двух фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Бекира Дигирминджи хроническая астма, он инвалид 3-й группы. Сторона защиты неоднократно настаивала о его госпитализации. Однако, несмотря на все доводы врачей, Бекира обвиняли в симуляции. Что касается Асана Чапуха, в СИЗО он перенес микроинсульт. 100 слов по теме. Итак, дело Виджия Кашка, так его называют. Собственно, еще раз основные детали. Да? 83 года было ветерану крымско-татарского национального движения. Ее арестовали, ей стало плохо. По пути в больницу, собственно говоря, в карете скорой помощи она скончалась. И люди, которых тогда арестовали, до сих пор находятся в СИЗО. Это Бекир Дигирминджи, Кизим Аметов, Асан Чепух и Руслан Трубач. Вот, собственно, эти детали, что происходит со следствием, почему следствие, или, я не знаю, почему суд не дает возможность смягчить условия хотя бы пребывания этих людей по сути, в заключении, да? Вот это все сейчас будем обсуждать, в том числе с адвокатами. Эдем Смедляев, крымский адвокат, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Эдем. Да, доброе утро. Очень тяжело всегда обсуждать такие темы, когда люди находятся в местах заключения, и тем не менее, какой срок сейчас грозит этим фигурантам и на что надеются адвокаты, вот вы в частности? Ну, срок им грозит по данной статье до 7 лет, поэтому мы, как всегда, работаем для того, чтобы оправдать людей, потому что считаем, что они невиновные,
что никаким вымогательством они не занимались. Поэтому делаем все для этого возможное. Хорошо, вот, кстати, особенность этого дела, да, чаще всего, ну, я же постоянно и в лентах новостей вижу, и часто мы в наших эфирах это обсуждаем, чаще всего крымским татарам, ну, скажем так, предъявляют обвинения в каких-то то ли нарушениях там правил митинга, то ли каких-то чуть ли не террористических действиях и так далее. Здесь почему следствие выбрало такую сторону? Или это просто была возможность хоть за что-то этих людей, что называется, арестовать? Ну да, действительно, здесь такая череда стечения обстоятельств, что люди действительно не планировали какое-то вымогательство, но так получилось, и так их записали, что на сегодняшний день эти все их действия представляют как вымогательство, осуществленное организованной группой лиц. Поэтому, конечно же, следствию было удобно предъявить именно такое обвинение для того, чтобы опорочить активных участников, гражданских активистов, те, которые не стояли в стороне. Те, которые не стояли в стороне, и, кстати, тоже же приходили в том числе поддерживать других политзаключенных. 7 лет за так называемое вымогательство. И при том уже сообщается, что у многих из этих людей проблемы со здоровьем. Насколько проблемы со здоровьем могут, я не знаю, помочь вам в вашей адвокатской деятельности? Я имею в виду проблемы со здоровьем ваших подзащитных. Или на это суд не будет обращать внимания? Ну, об этом, конечно же, мы будем ходатайствовать, и ходатайствуем на каждом продлении, о том, что это люди пожилого возраста, о том, что у них проблемы со здоровьем. Но, к сожалению, пока что при продлении меры пресечения суд никаким образом не обращает на это внимания, делает все, чтобы содержать их в СИЗО, чтобы не отпускать их даже под домашний арест. Хотя, например, мой подзащитный Бекирага Дагирменджи, он уже даже успел побывать в реанимации и на сегодняшний день находится в медсанчасти СИЗО практически с первого дня. Такая же ситуация и с Асанара Чапухом. У него тоже большие проблемы со здоровьем, он перенес инсульт, не чувствует сейчас одну из ног. И поэтому, это, конечно же, страшно, когда люди в пожилом возрасте, при таком состоянии здоровья находятся в нечеловеческих условиях в СИЗО. Хорошо, а так называемый потерпевший, человек, который объявил, что это якобы у него вымогали деньги, и, собственно, упоминается также о свидетелях этого дела. Что с ними, почему они пошли на такие шаги? Их мотивы, конечно же, нам неизвестны. Единственное, мы из неофициальных источников узнали, что данный потерпевший уже не первый раз использует это, и уже для того, чтобы заработать деньги, он где-то проходил по делу в качестве потерпевшего. Здесь не знаю, какие мотивы. Единственное, что мы ни разу его не видели, он ни разу не появлялся ни на каких судебных заседаниях. Его позицию мы не знаем. Вообще, хочет ли он, чтобы люди сидели в СИЗО, либо не хочет. Следствие от нас его пока скрывает. Никаких совместных следственных мероприятий также не было. Ни опознания, ни очных ставок. Поэтому, честно говоря, мы ни разу его не видели. Итак, 3 человека по так называемому обвинению в вымогательстве, да, 7 лет при, названной сумме, я не знаю, вымогательства $7000. По сути, это не самая большая сумма, это цена, я не знаю, подержанной машины, по сути. Вот насколько вам кажется соответствующим, да, такой срок, который могут получить ваши подзащитные? Конечно же, это несоразмерный срок. Тем более, когда люди не считают себя виновным, когда не признают себя виновным и практически не совершали никакого преступления, а лишь пытались помочь бабушке, ветерану национального движения Лидия Кашка, так как были у нее проблемы
семье, с ее внучкой, с этим потерпевшим. Поэтому, конечно же, 7 лет – это огромный срок, учитывая возраст людей и учитывая их состояние здоровья. Ну и, собственно, последний, наверное, к вам вопрос. Сказано, что срок пребывания в СИЗО продлен, потому что якобы ваши подзащитные могут повлиять на свидетелей. Насколько это возможно и, собственно, что за свидетели-то? Ну, это дежурные формулировки, которые используют следствие при любом продлении, что человек может скрыться, человек может повлиять на свидетелей, и человек может повлиять на ход следствия. К сожалению, ну или к счастью, мы не знаем даже, кто будет проходить по данному делу свидетелем, поэтому каким образом следствие считает, что... Ну, что вы на него можете повлиять, да, если вы даже не знаете, кто это. Да, да. Вот для нас тоже это секрет. Поэтому это просто надуманные причины, по которым людей содержат в СИЗО, а их содержат в СИЗО, мы считаем, что для того, чтобы они были более сговорчивы и признали ту вину, которую они не совершали. Ну, вину в преступлении, которое они не совершали. Ясно. Спасибо вам большое. Демс Медляев, крымский адвокат, был с нами на связи. Напоминаю, обсуждаем сейчас, в том числе с вами на радио Крым Реалии, дело, так называемое дело Виджия Кашка. Есть несколько людей, которых обвиняют в вымогательстве. Сумма названная в 7 тысяч американских долларов. И, соответственно, людям грозит до 7 лет тюремного заключения. В очередной раз продлили срок пребывания под стражей, несмотря на то, что у большинства из задержанных проблемы со здоровьем. И у нас на связи Элие Дегерменджи, это жена Бекира Дегерменджи. Здравствуйте. Здравствуйте. Как сейчас состояние вашего мужа? Как справляется семья? И нужна ли какая-то помощь? Кто, может, уже помогает? Где нужно подключиться? Ну, состояние моего мужа, оно не может никак измениться, потому что у нас это хроническая форма, и это уже длится на протяжении 10 лет. Поэтому, единственное, что мы как можем его поддерживаем медикаментами, даем ему непосредственные указания, как принимать это через адвокатов, через фельдшера, который непосредственно принимает эти лекарства. Но дело в том, что там при приеме этих препаратов необходимо обязательно, чтобы был контроль кровяного давления и непосредственно брать анализы крови, потому что он принимает сильные препараты, которые разжижают кровь, а для этого каждые 5 дней надо делать анализы. Но этого, естественно, никто не может. Предоставить ему такую возможность. После того, как нам было известно, что Бекир заболел пневмонией, ему было проведено лечение медикаментозное, но оно не привело ни к каким результатам, потому что после повторного рентгеновского снимка все осталось как и было. Но сейчас мне известно, что его вывозили в онкологическую больницу, якобы на осмотр. Там должны были поставить его на очередь для какого-то обследования. Что за обследование? Почему онкологическая больница, а не пульмонология? Нам, конечно, это неизвестно. Хорошо, а вы как-то общаетесь, я не знаю, пытаетесь разобраться, почему так происходит? Потому что странно, что семье, близким родственникам не сообщают об изменениях, во-первых, в состоянии здоровья, а во-вторых, в том, что производят какие-то медицинские манипуляции. Или это, просто некуда стучаться с вашей стороны? Единственная связь у меня с Бекиром, это через адвокатов. И, получается, что мы его видели только 11 мая, во время судебного процесса дважды. Это была апелляция и сразу продление срока. Это все, что нам пока на данный момент известно. Адвокаты пытаются подать еще раз ходатайство, чтобы они непосредственно провели опять же экспертизу о том, что он не может находиться в СИЗО с его заболеванием. Но нам было прямо на суде об этом отказано. И нашим следователям, и, судьей.
Вот. Имея на руках форму 3, которая говорит о том, что Беккер не может находиться в СИЗО, они ее просто тупо игнорируют. Адвокаты непосредственно везде об этом пишут, но пока никаких результатов у нас нет. Хорошо, и последний, наверное, к вам вопрос. Как вы считаете, зачем это делается и чего хотят от вашего мужа? Вы знаете, я очень много размышляла на эту тему, хотела найти все-таки ответ, почему именно наши мужчины. Ну, все наводит на то, что все-таки они были очень активными в том процессе того, что они давали интервью, выступали. Беккер неоднократно выезжал в Евросоюз, чтобы непосредственно высказать свою боль о том, что был посажен его сын по 26 февраля. Вот. Но, видимо, кому-то это очень не понравилось, и их так красиво, будем говорить, подставили. Ну, то есть это такой Потому мотив что... мести, да? Потому что, мы только что уже обсуждали с адвокатом, с Эдемом Свидляевым, да? $7000 якобы вымогательства и до 7 лет санкция, до 7 лет тюрьмы, это, не сильно сопоставимые, как мне кажется, цифры. Ну, вот, понимаете, вот это вот все и наводит на то, что все-таки это была такая конкретная подстава, чтобы именно вот эту самую такую инициативную четверку упрятать. Почему? Потому что, вот смотрите, на протяжении полгода получается, что вообще никто, даже ни следователь не ходит туда, хотя они должны хотя бы ознакомиться с делом. Нашим адвокатам все время говорят, что нет свободных комнат, чтобы они попали к ним. Сейчас на данный момент вообще следователь ушел в отпуск. И получается, что вот просто тупо полгода мужчины с ослабленным здоровьем, все, и Чапо Хасанага, и Кязим Аметов, и Руслан Трубач, в том числе мой муж, они просто вот эти вот полгода сидят там, и их здоровье еще больше, как говорится, усугубляется. Но на это вообще, вы понимаете, никто даже... Это равносильно, что, по моему мнению, относится к тем же пыткам, которые непосредственно, они учиняют. Потому что реально не оказав какой-то помощи, как это было в первый раз, когда у моего мужа непосредственно случился отек легких и сердечной недостаточности, он оказался в реанимации в коме, я считаю, что это, непосредственно именно пытки. Это считаются пытками. Спасибо большое, спасибо за вашу историю. Алия Дигерменджи, жена Бекира Дигерменджи, была с нами на связи. Обсуждаем дело, так называемое дело Виджие Кашка. И идем дальше. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по телефону 8 810 06 926. Это номер телефона для крымчан. И, соответственно, 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. А сейчас с нами на связи Николай Полозов, российский адвокат. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорили, что будете проводить собственное расследование о гибели Виджие Кашка. Как оно движется ли оно, какова цель этого расследования? Да, это так, расследование ведется. Цель расследования – это установить обстоятельства гибели Виджие Кашка, потому что произошла ситуация, при которой во время задержания ей стало плохо, и буквально в течение часа она умерла. И родственники, в частности, сын ее Ибрама, конечно, считают, что здесь присутствует прямая причинно-следственная связь между действиями российских силовиков и вот этими последствиями, которые наступили. На текущий момент состояние дела такое. Значит, Следственный комитет еще в феврале отказался возбуждать уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями в отношении 5 сотрудников МВД России. После того, как я обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой ознакомиться с материалом проверки, это постановление было отменено, и проверка возобновилась.
И вот только буквально на прошлой неделе в конце стало известно о том, что повторно Следственный комитет отказался возбуждать это уголовное дело, по тем же основаниям, добавив еще отказ в возбуждении уголовного дела в отношении врача бригады скорой помощи, который вез Виджия Кашка в больницу с этого места происшествия. Ну, то есть, по сути, получается, что все люди, которые, задерживали и, везли в скорой помощи, они ни при чем, и вообще непонятно, якобы, да, получается, от чего умерла Виджия Кашка. Да, в самом постановлении указывается, что якобы имела место сердечная недостаточность, но для того, чтобы опровергнуть или подтвердить эти сведения, необходимо ознакомиться с теми материалами экспертиз, которые в рамках проверки проводились. И далее уже со специалистами, с медиками проводить альтернативные экспертизы, действительно устанавливать все эти события. Еще интересная деталь. Все записи всех видеокамер, в поле зрения которых могла попасть Виджия Кашка, были изъяты в тот же день, 23 ноября, какими-то неизвестными силовиками, без каких-либо документов. И где эти видеозаписи, существуют ли они, на текущий момент тоже абсолютно неизвестно. Поэтому на текущий момент я жду, когда материал проверки из прокуратуры вернется обратно в следствие, для того, чтобы все-таки ознакомиться с этим объемом информации. И дальше уже, в зависимости от того, что там будет внутри, в этом материале, предпринимать дальнейшие какие-то меры. Хорошо, какими могут быть ваши меры, если, сказано все, никто не виновен, смерть по причине, например, той же самой сердечной недостаточности, суды проиграны. Что дальше? Международные судебные процессы или что? Нет, прежде всего, исчерпание средств защиты внутри российской юрисдикции, безусловно. То есть все действия незаконных следователей, прокуроров, они будут обжалованы. Это совершенно очевидно. Во-вторых, это проведение альтернативных медицинских экспертиз, опрос всех лиц, которые в тот день могли что-либо заявить, и требование возбуждения уголовных дел уже по новым обстоятельствам. Но если действительно станет такой вопрос, что российская власть будет покрывать своих служащих, своих сотрудников полиции, своих следователей, естественно, впоследствии обращение в международные суды. К сожалению, ситуация такая, что сами органы расследуют дела максимально, скажем так, быстро и делают все, что необходимо. Когда идет независимое расследование, они, естественно, используют все ресурсы для того, чтобы максимально сопротивляться, максимально затягивать эти процессы. Но вне зависимости от бюрократических причин это независимое расследование будет продолжаться, и в конце концов к какому-то результату я, безусловно, приду. Мы только что общались с Ильей Дегерменджи, это жена одного из фигурантов дела Виджия Кашка, так называемого, Бекира Дегерменджи. Она рассказывает, что сейчас с ними ситуация такова, что следователь по этому делу вообще ушел в отпуск, тем не менее подозреваемым продлили срок содержания в СИЗО, и при этом у большинства из них очень плохо со здоровьем. Она это уже называет впрямую, вот в нашем эфире она сказала, что это очень похоже или является пытками. Насколько вы это можете оценить, вот это непредоставление медицинской помощи и такой ход следствия, при котором следователь, например, уходит в отпуск, а подозреваемые все так же в СИЗО? Пытки ли это и что с этим можно сделать? Безусловно, это средство давления, это пытки, скажем так, в том понимании, как это понимает Европейский суд по правам человека. В случае ухудшения здоровья, естественно, необходимо обращаться в Европейский суд, в том числе для принятия экстренных мер по 39-му правилу. Но я могу сказать, что это не просто какое-то дело о вымогательстве, не просто дело против активистов. Например, в том же постановлении об отказе в возбуждении дела по факту гибели Виджия Кашка написано, что они являются приверженцами, и цитирую, экстремистского объединения «Межлис». То есть, на мой взгляд, это дело наряду с рядом еще дел, которые сейчас фабрикуются в Крыму, дело против Межлиса крымско-татарского народа, против в целом крымско-татарского народа, и все фигуранты дела Виджия Кашка являются своего рода заложниками политических амбиций Кремля, который борется сейчас с Межлисом и с Украиной в Международном суде ООН.
Хорошо, но было же уже промежуточное решение, по которому Россию обязали восстановить в правах, ну и, собственно, перестать считать Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Но, насколько мне известно, это, во-первых, требование не выполняется, а во-вторых, как при международном решении судебных инстанций все равно российские силовики пишут, что эти фигуранты являются приверженцами якобы экстремистского Меджлиса. Да, это так. Уже более года Российская Федерация не выполняет промежуточное решение Международного суда ООН. В ближайшее время, по заявлению Украины, Международный суд ООН будет выяснять у Российской Федерации, почему не выполнено это решение. Я думаю, что это делается намеренно. Это демонстрация вот такой своей какой-то власти, силы по отношению к крымским татарам и по отношению к международному сообществу. Но я думаю, что в какой-то момент вот это количество неизбежно перейдет в качество, и те правовые инструменты, которые не работают, в конечном счете будут подкреплены политическими инструментами, в том числе санкционного характера. И Российская Федерация просто с этим доиграется. Российская Федерация просто с этим доиграется. Такой комментарий дал нам Николай Полозов, российский адвокат. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, обсуждали сейчас так называемое дело Виджие Кашка. 4 людям инкриминируют вымогательство в объеме $7000 у гражданина Турции. Говорили с женой одного из подозреваемых или даже обвиняемых уже Бекира Дигирменджи. Всего их 4. Итого это Кизим Аметов, Бекир Дигирменджи, Асан Чапух и Руслан Трубач. Все они находятся в СИЗО, у большинства из них плохо со здоровьем, это люди уже в почтенном, можно так сказать, возрасте. И, собственно, в момент задержания одна из ветеранов крымско-татарского национального движения Виджие Кашка умерла. И, собственно, по этому делу ведет собственное расследование Николай Полозов. Радио Крым Реалии всегда с вами.